В Стерлитамакском районе женщина устроила смертельный приют для животных. В нашу редакцию обратились зоозащитники, которые оставляли там на передержку четвероногих, но получить обратно их уже не удавалось. За свои услуги, рассказывают волонтеры, хозяйка брала деньги, но условия, в которых содержались питомцы, шокировали всех очевидцев. Подробнее в следующем сюжете. Новорожденный, разгрызанный, вот, кутенок. Это не мышь, это не крыса, это на самом деле, это животное. Страшную находку вместе с зоозащитниками мы обнаружили еще возле ворот частного приюта. Сюда активисты наведываются уже во второй раз. И не удивлены увиденному. Эти фото. Они сделали свой первый визит. Трехмесячные щенки, которых еще недавно оставляли на передержку, тоже мертвы. Постояльцы частного приюта содержались в антисанитарных условиях. Тогда удалось забрать часть питомцев. Услугами хозяйки двора пользовались и зоозащитники, и просто люди, которым на время нужно было оставить своих четвероногих. Но получить их обратно удалось не всем. Ужас. Перевела ей 2,5. Потом говорила о том, что он дешевый корм не ест, и просила больше и больше денег и перечислений. И по итогу она мне звонит и говорит, его как неделю нет, его съела собака. Я говорю, а ты за что деньги требовала? Она ничего не сказала. Трехслойный мат. Дома хозяйки пристанища четвероногих не оказалось. На двери тяжелый замок, как и на сараях, где женщина держала своих постояльцев. Но и во дворе обстановка не самая приятная. Экскременты животных, разбросанные вещи, миски заледеневшей кашей, которые даже голодные, хвостатые, не в состоянии разгрызть. Яна оставила здесь на передержку, пока не найдет хозяев, собаку и 8 щенят. Нашла их возле работы. Сейчас вот я не вижу ни одного щенка от этой собаки, потому что там были совсем другого окраса щенки. Но собака вот эта вот, она здесь. Сейчас вот мы ее заберем. Девочка еще одна писала, говорит, щенка отправила, по 5000 она ей перечисляла. Вот это вот, она должна быть разве на улице, это домашний пес, краткошерстный. Помимо 2 взрослых собак, зоозащитники обнаружили еще пару щенят, которых тоже решили забрать. Но недавно четвероногих здесь было в несколько раз больше. Куда делись питомцы, неизвестно. Передача животных происходила обычно здесь, возле ворот, говорят зоозащитники. Внутрь, во двор женщина никого не пускала. Да и у тех, кто привозил четвероногих, вопросов тогда еще не возникало. Так что в каких условиях содержатся животные, они могли знать только со слов хозяйки дома. Женщину находили через социальные сети, где она предлагала свои услуги. Страницу, кстати, она уже удалила. Первое время отправляла хозяевам для отчета фотографии животных. Общалась в основном через мессенджер. Чаще всего, чтобы попросить деньги на корм. Нам удалось связаться с ней по телефону. Версии у женщины менялись каждую секунду. Девушка, никакого приюта, не звоните, пожалуйста, сюда больше, ладно? А зоозащитники к нам обратились, сказали, что у вас животные умирают. Я не знаю, кто вам что и сказал, вы делали там какую-то экспертизу. Я ни с кого деньги не брала, у меня все животные живы. Все, девушка, до свидания. Мила, это ты? Мила, по-моему, покричневее. Да, это не Мила. И она поменьше, она не могла так вырастить, мне кажется. Это не наша. С надеждой найти оставленных питомцев к дому Екатерины сегодня приезжали весь день. Но некоторых четвероногих уже не удастся вернуть обратно. Попросили Екатерину взять на передержку нашего щенка, потому что, Словакия, у нас все передержки переполнены уже. Оплачивали 500 рублей в неделю ей. Перечисляли и плюс на прививку, и на корм, насколько я знаю, тоже девушки перечисляли. И она отчитывалась, присылала фотографии, говорила, что все в порядке с щенком. Но я так понимаю, что не все в порядке. Щенка нашего нет, да. Сейчас во дворе некогда частного приюта для животных осталась одна собака. Пес породистый, говорят волонтеры, и долго в таких условиях не проживет. Многодетную маму, но уже без 8 кутят забрали, чтобы найти новый дом, как и щенка, в котором зоозащитники так и не узнали своего. Главное, что этот щенок живой, и мы обязательно найдем ему дом. Анастасия Ильчебаева, Тимур Каюмов, Фидель Вахитов. Новости. Стерлитамакский район.